Генерал-майор, кавалер многих высших воинских наград Тонт Укуров родился 17 мая 1865 года в высокогорном селе Гуле. Он очень рано лишился родителей, поэтому в выборе профессионального пути ему помог дядя. Тонт поступил в Ставропольское училище, а по его окончанию в Московское техническое юнкерское училище по второму разряду. То, что Тонта Укурова ждет блестящее военное будущее, было заметно еще в студенческие годы. Он отличался от многих своих сверстников, обладал особым военным талантом, горской статностью и богатым внутренним миром. Он воспитывался в среде такой военной, он был привержен к военной службе с самого детства. Он для себя примером считал наших воинов, наших богатырей. И вот на этом патриотическом, можно сказать, поприще из него вырос и офицер, и генерал. Высочайшим приказом 10 августа 1889 года Тонт Укуров произведен в подпоручики с переводом в 44-й Камчатский полк. Укуров неоднократно избирался членом и председателем полкового суда. В 1907 году его назначают командиром 2-го батальона 44-го пехотного полка. С началом Первой мировой войны Тонт Укуров принимает непосредственное участие в военных действиях. 24 августа 1914 года он захватил западную часть деревни Заберже и мыс к северу от нее, крепко охраняемую противником. На поле боя он вел себя не только как офицер, как руководитель, но и проявлял свое личное мужество, личную храбрость. Он не прятался за спины солдат и вступал в бой, когда это было необходимо. Тонт Наурузович Укуров – обладатель многочисленных наград, среди которых серебряная медаль в память царствования Александра III, орден Святого Станислава III степени, орден Святой Анны и многие другие. Во время Первой мировой войны, надо сказать, что он получил одну из самых завидных наград, которые любили у нас на Кавказе. Это золотое георгиевское оружие за кампанию просто против Австро-Венгрии, одних из германских австро-венгерских войск, одни из самых сложных, тяжелых боев, которые проходили во время Первой мировой войны. Вот за эти сражения он получил это георгиевское оружие. Вот именно наши всадники и наши офицеры всегда хотели получать именно вот это вот золоченое оружие, преподнесенное царским двором, а не ордена и медали. После ухода на пенсию в 1917 году Тонт Укуров принимает активное участие в создании Союза объединенных горцев Северного Кавказа. В течение марта и апреля этого же года в некоторых районах Северного Кавказа возникли местные органы демократического самоуправления, окружные национальные исполкомы. Председателем Ингушского национального комитета был избран авторитетный генерал Тонт Укуров. К сожалению, о дальнейшей жизни генерала мало известно. Мы его знаем как человека военного, как человека, который любил свою родину и защищал свою родину. И именно таковым он запомнился нам и запомнится последующим поколениям. Это был настоящий патриот своей родины. Имя легендарного генерала русской императорской армии увековечено на памятной плите мемориала памяти и славы в Насуркорте. Здесь также увековечены имена еще 4 генералов – Банухоба Зоркина, Сасламбека Бекбузарова, Саварбека Мальсагова и Эльберда Нальгиева. Долг перед Родиной для каждого из них был превыше всего. Залина Магушкова, Рина Цичоева, Магомед Дидигов, Новости 24.